КБ-Анатосис недавно, не желая, получилась участником скандала паспортного вопроса. Я хотел немножко рассказать вообще про компанию КБ-Анатосис. Компания КБ-Анатосис, она является такой очень старой компанией. В 2017 году компания КБ-Анатосис исправила свой 200-летний юбилей. КБА означает Кёнинг и Бауэр. Это создавали два немецких буржуа, которые 200 лет тому назад выпустили первую свою печатную машину. С тех пор компания КБ-Анатосис, она развивается и имеет свои отделы, которые производят и коммерческие машины, и машины по производству защищенной печати. Мы представляем ту область компании КБ-Анатосис, которая занимается защищенной печатью. С 2007 года компания КБ-Анатосис здесь открыла свое представительство и продвигает проект о создании в Кыргызстане типографии по защищенной печати. Типография по защищенной печати, она имеет свою основополагающую государственности и плюс бюджетообразующую. Почему я говорю такие слова? Потому что это бюджет, очень, если поставить такую типографию, то она будет хорошо пополнять бюджет. И это убеждаемся за время того, как за это время, которое мы здесь проходили, были названы такие цифры, как в прошлом году недавно наш бывший премьер-министр Сапар Исаков, подсчитав, он сказал, за последние 20 лет Кыргызстан потратил 11 миллиардов сомов на производство паспортов, на производство водительских удостоверений и на производство тех паспортов для автомобилей. Вот эти три позиции всего из документов, а у нас их существует более 260 видов. Вот эти три позиции дали 11 миллиардов сомов вы потратили. 11 миллиардов сомов, если перевести на доллары, это получается 158 миллионов долларов. Стоимость такой фабрики, это 30 миллионов долларов. Это получается, мы за эти 20 лет уже 5 фабрик отдали за рубеж. На 3 документах, да? Только 3 вида документов. А у нас существует 260 видов документов. Мы, как представители компании КБ-Анатосис, мы, видя, что эта фабрика, это все-таки государственное дело, мы раньше никогда в общественность не выходили и не говорили общественность, что происходит. Но за эти года мы прошли все кабинеты. С Сооронбаем Шариповичем мы были знакомы еще, когда он был министром сельского хозяйства. А Алмазбеком Шаршеновичем тоже были знакомы, когда он был премьер-министром. Мы обошли почти все кабинеты. За это время 5 государственных комиссий побывало в Швейцарии. Они видели наши производственные мощности, где делаются эти станки, кто делает эти станки, как они работают, эти станки. Среди этих 5 делегаций были такие, как Мамбеков, Шернияз, Аида Исмаилова, представители ИСы Өмуркулова. Посетили Швейцарию, да, они видели, они как правительственная комиссия. Вот когда наш нынешний президент Сооронбай Шарипович был премьер-министром, мы, представители, попали к нему и также доложили, рассказали, вот такая фабрика, она могла бы принести Кыргызстану какую-то пользу. Он, соответственно, назначает своих людей. Это был Исакулов и Болсунбек Казаков. Он двоих направил в Швейцарию. Плюс от партии СДПК поехал представитель от ИСы Умуркулова, Мамбеков поехал, и поехал директор, на тот момент директор Учкуна Кубат Бейшеев. И вот я к чему это все рассказываю, что даже будучи премьер-министром, Сооронбай Шарипович направляет туда людей, они это все видя,
приезжая, рассказывая, в конечном итоге у нас фабрики до сих пор убираются. Есть постановление, извините, есть постановление комитета, есть постановление фракций. Все это убирается вот в эту систему антибуржуазии, которые тормозят и продолжают свои игры с тендерами. Вот чего это. Да, было несколько постановлений о создании такой фабрики, но почему-то она до сих пор никак не может появиться в Кыргызстане. Доходим и на какую-то стенку упираемся, и все, и останавливается, дальше не продвигается. И вот недавно произошел скандал. Алина Шаикова сказала, что там была встреча с двумя бизнесменами. Два бизнесмена, это был я и наш региональный директор, это Михаил Полуянов. Это случилось как? Михаил Полуянов приехал очередной раз в Кыргызстан и хотел узнать, что происходит, как продвигается наш проект. Я попросился в ГРС к Алине Шаиковой: примите нас. Мы приехали, мы хотим представить. Алина Шаикова до этого, еще она была председателем, потом ушла, потом снова пришла. Да? Вот в первый раз, когда она была председателем ГРС, она нас принимала. Михаил, я и директор по продажам Виктор Мансур. Мы втроем заходили, разговаривали. На этот раз она приходит и объявляет всем, что впервые видит нас. Хотя она в этом месте соврала. Второй ее ложью было то, что она... Что вы заинтересованы? Да. Тендер прошел уже в ноябре, они встречаются. Да. Вот она никаких говорит, интересов в тендере нету, они предлагают машины, но не печатают. Потому что они поставляют оборудование, но не печатают. Вот она второй раз врет тем, что говорит, что мы пришли разговаривать на тот обед о тендере на паспорта. Этот тендер уже прошедший. То есть мы встречались 6 декабря. А результаты тендера уже были 27 ноября, по-моему. Да, 27 ноября были уже известны. То есть она просто подвязала, что Кадыркулова вот с этим встречей в ресторане, и просто Кадыркулов, он как офицер, просто чтобы не испачкать свой мундир, он подал в отставку. По большому счету Кадыркулов, он болел, он хотел, чтобы в Кыргызстане осуществился этот проект, и мы в конечном итоге поставили эту фабрику. Представители компании КБА были много раз на Учкуне. Мы нашли помещение, то есть Учкун это было идеальное место, где можно было установить эту фабрику. Но до сих пор у нас не получается. Не получается почему? Потому что здесь лоббируют, очень сильно лоббируют против этой фабрики. Почему? Потому что там очень большие деньги спрятаны. Там проходят тендера 260 документов. Вы представляете, вот недавно на одном из заседаний правительства Рыскельды Момбеков, он был в прошлом директором Учкуна. Вот он немножко, побывав директором, он видел, что творится на полиграфии. Представитель ГАИ показывал на одну бумажку, представитель ГАИ эту бумажку продает населению, оформляет по 6 сом. Себестоимость этой бумажки на типографии, Момбеков сам там сидел директором, себестоимость этой бумажки 50 гривен. 5,50, куда уходят эти 5,50? То есть эта система так завязалась и так коррумпировалась, что им сейчас никак не выгодно ставить здесь эту фабрику. Давайте немножко покороче, то время истекает. Да, еще одно это хотел сказать вам. Недавно в телевидении Азаттык прошла такая передача, где Момбеков и второго... Еще не важно, сказали, что... Да, вот какой-то НПОшник выступил и сказал по поводу компании КБА «Нутасис», что там были посажены два директора, и
оштрафовали компанию на 35 миллионов. Это неправда. Никого не сажали и никаких штрафов компания КБА «Мотосис» никому не платила. И мы эту информацию передали в Швейцарию. Сейчас там юристы разбираются, и там, скорее всего, что подадут иск на этого НПОшника, как его фамилия, я не помню. Эдил Байсалов. Да, на этого Эдил Байсалова будет подан иск за клевету на компанию. А можно вопрос задать? Будете задавать? Да. Тема вашей пресс-конференции «Истинная причина отставки Ходоркова», да? Да. Можете обозначить ряд причин, пожалуйста? Я не знаю. Так я об этом и говорил. Я об этом все и говорил. Истинная причина – это наша новая буржуазия, объединившись, убирает людей, которые ей мешают. Ходорков давно, еще будучи рядовым сотрудником, изучал этот вопрос по долгу службы. Мы еще в дело номер писали в 2011 или 2012 году. Еще с тех пор он, значит, эту тему взял как бы на разработку, что ли. И он прекрасно знает выгоды строительства этой фабрики у нас. Поэтому, как только он этим начал, сразу его и ушатали. Дальше. Бабанов. То, что Бабанов тоже подписал постановление и создал межведомственную комиссию, его через 3 месяца Никита Кибаев снял. Его сняла, вот, я подозреваю, вот эта вот буржуазия IT, которым он хотел остановить вот этот поток денег, который они получают из сотни тендеров каждый год. Все открыто, все видно, ничего здесь не скроешь.